Для того, чтобы понимать, что происходит с вашим родственником, нужно обратить на его поведение. То есть это изменение состояния в течение дня от резко положительного до резко негативного состояния. То есть изменение состояния эмоций, настроения, лживость, изворотливость. Если мы говорим об идеальном лечении, то это сначала, естественно, обращение к нам за помощью, далее это стационарная помощь, далее это реабилитация и далее постреабилитационный период. И в последующем наблюдение врача-нарколога. Если человек соблюдает все рекомендации, исполняет все назначения врача-специалиста, то успех он вполне очень хороший, благоприятный. Число лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, то есть лица, которые находятся у нас, так скажем, под патронажем, под курацией, под наблюдением, их порядка 5000. Это лица, которые допускают употребление наркотиков. Облечивается, так скажем, проходит курс лечения порядка 60% диспансерной группы. Наши специалисты всегда готовы помочь, наши специалисты всегда разъясняют, поясняют очень грамотно. А у нас республиканское учреждение, приемное отделение работает круглосуточно, у нас есть телефон доверия, по которому можно созвониться, пообщаться, поговорить, вам дадут полностью консультацию.